Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о старо-татарской слободе и ее жизни до приезда в Казань Екатерины II. Алга. Среди исторических и архитектурных достопримечательностей старо-татарской слободы есть памятник, вызывающий у мусульман вот уже на протяжении 2 столетий особое чувство благоговения. Это одна из 2 самых древних и первых в городе каменных мечетей, построенных после покорения Казанского ханства, ныне известная под именем выдающегося религиозного деятеля Шигабуддина Марджани. Белоснежное здание с изящным минаретом и золотыми полумесяцами величественно возвышается на высоком берегу озера Кабан. Начинает свою историю с далекого 1767 года, когда губернский центр осчастливила визитом императрица Екатерина II. Просвещенная царица соизволила тогда принять представленную делегацию от татарского населения и благосклонно выслушала прошение, в котором мусульмане сетовали на то, что пожар 1749 года и несправедливые действия местных властей лишили их естественного права оправлять свои религиозные обряды. Члены делегации, богатые казанские купцы и предприниматели просили заступницу прекратить гонения и разрешить жителям слободы построить 2 каменные мечети. Екатерина II, убежденная сторонница веротерпимости в государстве, повелела губернатору Андрею Никитичу Кошнину Самарину издать соответствующее разрешение и не препятствовать татарам в строительных работах. За кажущейся простотой принятия решения и благожелательного отношения к чаяниям казанских татар скрывается многовековая история борьбы мусульманской общины Казани за право свободно исповедовать ислам. Историю строительства мечети Аль-Марджани и развития ее махалли невозможно рассматривать в отрыве от фактов, событий и явлений, непосредственно повлиявших на судьбу исламской культуры в Казанском крае. Следствием завоевания в 1552 году Казанского ханства стала активная миссионерская политика среди татарского населения края. Сами казанские походы проходили под воззванием митрополита Макария, призывавшего Ивана IV к борьбе со всем христолюбивым воинством против супостат твоих безбожных казанских татар, их же всегда повинно проливающих кровь христианскую и оскверняющих и разоряющих святые церкви. После взятия Казани войсками Ивана Грозного, в том числе и мечети, были разрушены. По свидетельству князя Курского, в рукопашной схватке вместе с воинами, защищавшими город, погиб и цвет мусульманского духовенства. И когда загнали их, воинов, к мечетям, которые стояли у царского двора, вышли тут навстречу их абызы и сииды и муллы с главным их епископом, и на их языке, великом ансари или эмиром по имени Кул-Шариф муллой, и бились с нашими так упорно, что погибли все до одного. Оставшееся в живых после битвы мусульманское население было выселено за пределы города. Только участвовавшим в покорении края и лояльным по отношению к русскому правительству, но не пожелавшим креститься служилым татарам, была выделена земля для поселения за озером Кабан. Таким образом, в районе современных улиц Шигабуддина Марджани, Каюма Насыри, Фатых Карима и Зайни Султана было положено начало старо-татарской слободе. В 1565-68 годах в ней насчитывалось 150 дворов. Большинство жителей занимались хлебопашеством вдали от города и на весь летний период выезжали в деревни. В слободе царили скученность и теснота. В каждом дворе проживало по 10 и более семей. Собственная татарская администрация в слободе не существовала. Своеобразным судебным органом, занимавшимся разбором различных дел и тяжб, являлась так называемая татарская судебная палата. Управленческие функции были возложены на 4 приказчиков из детей боярских, проживавших в самой слободе. Песцовые книги сохранили имена казанских жильцов Артемия Староельского, Ивана Товарищева, Ивана Головачева и Михаила Волкова. В городском посаде, примыкавшем к Кремлю, были поселены русские люди, переведенные из городов Центральной России, торговцы и ремесленники. Татарам, проживавшим в слободе, запрещалось посещать русскую часть города. Подобное положение дел сохранялось и в первой трети XVII века. Немецкий путешественник Адам Алиарий, автор описания путешествия в Москве, в 1630 году писал о Казани.
город заселен русскими и татарами, но Кремль одними лишь русскими, и ни один татарин не должен быть в нем под страхом смертной казни. Однако, несмотря на все трудности, Старо-Татарская слобода к концу XVI века становится своеобразным мусульманским пригородом Казани. В ней возводятся мечети, рассматривавшиеся православной церковью как центры духовной оппозиции христианизаторской политики, проводимой руками Казанской епархии. В 1591 году митрополит Гермоген в своей челобитной царю Федору Ивановичу с тревогой писал о появлении рядом с Кремлевским холмом мусульманских храмов. Да, прежде всего от казанского взятия в 40 лет не бывало в татарской слободе мечети, а ныне где учали мечети ставить близко по саду, всего как из лука стрелить. В результате этого 18 июля 1593 года увидела свет Казанская грамота в Казани о построении слободы с церковью и переводе туда из уезда новокрещенов, поколебавшихся от соседства с иноверцами в православной вере, о разрушении татарских мечетей с запрещением впредь строить оные. В ней утверждалось, что указы отца нашего блаженной памяти царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси и наши о том в Казани есть, что мечетям татарским в Казани быть никак не велено, и то сделалось вашим воеводским небрежением и оплошкою. Так есте сбредили, да и к нам о том не писывали, а при прежних наших боярах, воеводах и дьяках мечети татарские от то взятия и от вас не бывали. Воеводам Воротынскому и Вяземскому в ультимативной форме было приказано, и вы мечети татарские все велели посметати, и впредь мечети однолично ставить не велите. Помимо разрушения мусульманских храмов, светским и духовным властям Казанского края вменялось в обязанность ужесточения контроля и надзора над новокрещенными татарами. В соответствии с царской грамотой воеводам предписывалось взять на учет всех новокрещенных с женами и детьми в Казанском уезде и в пригородах перевести в Казань и поселить их в специально отведенном для жительства слободе меж русских людей, а татар бы близко не было. Так, рядом со Старо-Татарской возникает Новокрещенская слобода. На протяжении 17 века, в начале 18-го, Старо-Татарская слобода постепенно разрастается вдоль юго-западного берега озера Кабан. За время, прошедшее с указа Ивана Федоровича, в слободе вновь возводятся мусульманские храмы. Сохранилось описание одного из них, составленное Иоганном Георгом Гмелиным, немцем по происхождению, известным российским натуралистом, академиком Петербургской академии наук. В 1733-1743 годах ученый путешествовал по Западной и Восточной Сибири и посетил в самом начале путешествия Казань. 9 января, пишет Гмелин, мы пошли после обеда в первый час в татарскую мечеть. Их в татарской слободе, которая отделена от города и расположена вблизи озера Булак, 4. Мечеть, которую мы видим, и архитектура, которая совпадает с обычными здешними мечетями, была четырехугольным деревянным зданием, на котором была башня с галереей без колоколов и крестов. Она стоит в ряду с другими домами, однако с обеих сторон ее есть свободное пространство. Поднимаются на нее со стороны улицы по лестнице в 4-5 ступеней и потом проходит через маленькую дверь в небольшую комнату, которую можно назвать прихожей. Если войдет татарин, то он снимает обувь и идет в противоположную дверь, равную по размерам входной. Вошли в четырехугольную со многими окнами и умеренным освещением. Справа от двери была печь, от которой комната получала тепло и уют. Комната держится на 4 колоннах, которые поставлены вдоль попарно. Выше двери находится специальный балкон, где стоят певцы, а напротив двери, в середине противоположной стены, было оставлено место, где стоял мулла. Слева от него, напротив печи, была освещенная стойка, на которую вело несколько ступеней. И на этой стойке была подставка для священных книг. Над этим местом в стене было окно не в ряду других, которое освещало эту стойку. Пол мечети покрыт коврами, настолько позволяли колонны. В 1731 году для реализации указов 1713 и 20 годов о крещении иноверцев была создана особая комиссия для крещения мусульман и других инородцев, которая в 1740 году была преобразована в контору новокрещенских дел.
Действия чиновников, прежде всего яростного фанатика христианизации татар казанского миссионера Луки Канашевича, вызывали резкое неприятие населения края, так как они проводились мерами грубейшего и открытого насилия. За короткий срок в губернии было крещено более 100 тысяч иноверцев, причем татар-мусульман сгоняли с родных мест, оставляя лишь татар, принявших православную веру. В 1742-1749 годах в Казани произошли большие пожары, в результате которых пострадал почти весь город и выгорела Старо-Татарская слобода. Эти пожары послужили поводом для обвинения татар в предумышленных поджогах. Лука Канашевич предпринял крупномасштабные репрессивные меры по отношению к мусульманам, добившись под предлогом борьбы с исламом указа об уничтожении мечетей. Сенатский указ 19 ноября 1742 года о недопущении в Казанской губернии строить мечети и о разведывании губернатором и воеводом обращенных в магометанский закон потребовал от властей сломать все выстроенные за прошедшие со времени царствования Федора Ивановича мусульманские храмы и впредь строить отнюдь не допускать. Более того, губернским канцеляриям совместно с епархиальными служителями предписывалось собрать сведения обо всех мечетях и, подробно описав их, представить в Сенат соображения, должно ли им впредь быть или кое разломать, или без разломки для неминуемой жителей татарской законной нужды оставить надлежит. В результате губернские власти получили своеобразную индульгенцию для начала невиданной в истории края кампании по закрытию мусульманских храмов. Широко известен факт разорения в 1744 году 418 из 536 мечетей края, в числе которых об одних объявлено, что построены еще до взятия под российское владение Казани, а другие назад тому лет 200 и ниже. Произвол властей вызвал массовые протесты татарского населения. В июне 1744 года правительствующий Сенат на общем заседании со Святейшим Синодом, рассмотрев прошение выборных служилых и исачных татар Казанского, Свияжского и Симбирского уездов Казанской губернии о даче им разрешения на построение сломанных татарских мечетей, вынужден был признать, что ежели у них, татар, все мечети их сломать, то их того не иное, что последовать может токмо одноим татарам в их законе оскорбление, и оттого не могло до разглашения дойти такие места, где между магометанами в других государствах живут люди веры греческого исповедования и построены Божьей церкви, и не произошло бы такого там церквам утеснения. К тому же живущие в России татары магометанского закона приводятся к присяге по их законам в их мечетях. Приняв во внимание все негативные последствия этой кампании, Сенат разрешил строительство новых мечетей, однако ограничил возведение храмов жесткими условиями, установлением строго определенного количества мусульманских храмов, наличием в местах отдельного проживания татар не менее 200 душ мужского пола. Строительство мечетей по-прежнему запрещалось в местах совместного проживания татар с русскими и новокрещенными. Не сломанные к моменту издания указа в таких селениях храмы подлежали уничтожению. Учитывая значение Старо-Татарской слободы и служилый статус казанских слободских татар, Сенат предоставил им право на строительство в Казани, в Татарской слободе для татар магометанского закона новых храмов, но разрешил им построить, ежели все сломаны, только 2 мечети. В присланном в Казанскую губернскую канцелярию Сенатом указе повелевалось назначенные в 744 году по общему правительствующего Сената и Святейшего Синода определению 2 мечети татарам построить дозволить токмо от тех церквей и от русских и новокрещенных жилищ в отдалении и по конец их татарской слободе в поле. В пожаре 1749 года половина слободы вновь выгорела в огне, погибла одна из 2 слободских мечетей. Казанский архиерей Лука Канашевич вновь предпринял активные действия по вытеснению мусульманского населения с территории их проживания. В 1767 году челобитный служилого татарина Старо-Татарской слободы Исаия Измайлова говорилось: гонение, которое на них производилось с духовной стороны от казанского тогдашнего преосвященного, до того дошло,
что он не только запретил им на погоревших местах производить строения, но и, описав тех места, застроил он их деревянно-греческого исповедания церковь и населил на тех местах русских людей, желая их совсем навеки выгнать вон из этой слободы, что и действительно учинено, так что погоревшей той слободы половина жителей переселилась вновь на отведенном им другом месте особую слободою, называемую ныне Новую, и ныне те татары живут уже в двух слободах. Действительно, несмотря на все обращения слободских татар к императрице Елизавете с челобитными с просьбами о защите, указом Сената от 8 августа 1750 года на земли татарской слободы были переведены 30 дворов крестьян Спасского монастыря из деревни Поповки, а на земли поповских крестьян было переселено более сотни дворов татар, всего 800 человек. Текст указа гласил: «Землю, оную деревни, дворовую и пахотную, с имеющимся притом малым озерком, для поселения и построения мечети отдать им татарам понеже, кроме той земли другой, приказания не имеется. А этим указом повелено будет ту землю для поселения им отдать, что поселению и переноске из Казани их строению повелено было за наступившей осенью, а потом зимним временем дать время предбудущего 1751 года до августа месяца, чтобы они могли постройкой и заготовлением лесов исправиться. Так на земле Поповки, на бугре, окруженной болотами, была образована новотатарская слобода. 23 сентября 1759 года Сенат рассмотрел челобитную переводчика Алкина, служилых татар и мурз деревни Поповки с просьбой о разрешении построить в деревне новую, вторую по счету мечеть. Сенаторы, приняв во внимание, что в Поповке, состоявшей из 128 дворов, проживало более 800 душ мужского пола татар, и что как в ней, так и вблизи оной святых церквей и русских жительств не находится, постановили в построении в означенной деревне Поповки для моления их татар другой мечети Казанской губернии канцелярии дать дозволение. Постепенно обе слободы расширялись. Рядом со старотатарской слободой появилась служилая татарская слобода, ставшая потом одной из слободских улиц. Параллельно ей возникла Мещанская улица. Здесь, после сенатского указа от 7 августа 1763 года, неслужилые татары, записанные в мещане, получили право на поселение отдельно от служилых татар. Однако по-прежнему, к моменту посещения императрицы Екатерины II Казани в старотатарской слободе существовала лишь одна деревянная мечеть, построенная в середине 1740-х годов. Несмотря на многочисленные обращения слободских татар с просьбой о дозволении выстроить здание второй мечети, кстати, в полном соответствии с указом 1744 года, центральные и губернские власти неизменно отказывали им в выдаче разрешения на строительство нового храма. Основанием для отказа часто служили представления в Синод служителей епархии, в которых они указывали на возможные негативные влияния на настроение и мировоззрение новокрещенных татар из-за близкого расположения мусульманских храмов. Друзья, о старотатарской слободе и в частности о жизни в ней татар после посещения Екатерины II Казани мы поговорим в следующем выпуске. Пишите в комментариях свои отзывы и предлагайте темы, которые мы могли бы обсудить в наших выпусках. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ассаламу алейкум, сау булыгыз и до новых встреч. Пока.